Продолжаем передачу. Европейские политики толкают Грузию к открытой конфронтации с Россией, в результате которой Тбилиси может расплатиться собственным суверенитетом, заявил спикер парламента Республики Грузия Шалва Папуашвили на брифинге во вторник. Некоторые постсоветские европолитики педалируют свои узкие геополитические нарративы и интересы, чтобы вынудить Грузию войти в более глубокий конфликт с Россией за счет собственной территориальной целостности и безопасности. Все это делается, несмотря на то, что самым дорогим европейским идеалом должны быть мир и решение конфликтов, а не разжигание и сеяние конфликтов и войн, отметил Папуашвили. В качестве примера отношения к республике политик привел опубликованный расширенный отчет Еврокомиссии. Этот отчет Еврокомиссии грузинское правительство явно считает несправедливым и шитым белыми нитками. У Грузии, которую видят из кабинета Брюсселя, нет ничего общего с реальной Грузией. Именно в подобном, ставшем традиционном духе представлен сегодняшний отчет Евросоюза, в котором отрывок о Грузии сшит белыми нитками. А часть отчета, которая дает оценку прогрессу страны, основываясь на измеряемых показателях, написана очень сухо и малословно. Политическая же часть отчета агрессивная и несправедливая. В представленном отчете Евросоюза с использованием этнических эпитетов обвиняют Грузию в продвижении русской дезинформации, но при этом умалчивают о вмешательствах своих послов в выборы, добавил Папуашвили. Конец цитаты. Спикер парламента назвал деятельность правящих институтов Евросоюза результатом такого предвзятого отношения. Ценностный регресс Брюсселя по отношению к Грузии проявился летом 2022 года, когда Грузии отказали в статусе страны-кандидата в Евросоюз. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что на данный момент у Грузии нет реального пути в Евросоюз, и она является номинальной страной-кандидатом. С другой стороны, некоторые грузинские политологи высказывают мнение о том, что в скором времени, возможно, будут восстановлены дипломатические отношения между Россией и Грузией и возлагают надежду в осуществление этого, например, на премьер-министра Грузии Кабахидзе. Парадокс и противоречие заключается в том, что сам Кабахидзе в своих речах и выступлениях ни о чем таком не говорит, а как раз от него можно услышать нечто противоположное. Например, очередное обозначение России как страны, цитата, оккупировавшей 20% территории Грузии. Так, 30 октября он заявил, что обвинять грузинскую мечту в том, что она пророссийская, неконституционно. Что может быть более антиконституционным, чем обвинять избранное народом правительство в том, что оно действует по указке государства, оккупировавшего 20% нашей территории. Что может быть более вредоносным и неконституционным, чем это, сказал Кабахидзе. Думаю, комментарий тут излишний.